анализаторами, свои собственные детекторы, да, в том числе вот акустическую камеру. Нашим ученым есть что предложить. Тому подтверждение выставка, на которой Рустама Минниханова и Валерия Фалькова знакомят с научными проектами Академии наук и технологическими разработками вузов. Так, специалисты архитектурно-строительного университета представили стартап по разработке инновационных материалов для дорожного покрытия. Позволит добиться высоких физико-механических показателей, в частности морозостойкость, основной параметр, который сильно влияет на долговечность дорожной конструкции. Наука ведь все на нашей планете. Это звучит новый гимн года научно-технологического развития в исполнении татарстанских ученых. В зале Академии наук руководители высших учебных заведений, профессора и молодые ученые. По итогам прошлого года в национальном рейтинге научно-технологического развития республика заняла вторую позицию после Москвы. Впервые в истории научное движение Татарстана превысило 14 тысяч специалистов. Как отметил Рустам Минниханов, ежегодно на разработки и исследования выделяется до 30 миллиардов рублей. Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями. Республика представлена во всех мероприятиях национального проекта науки и университета. 5 наших вузов вошли в элиту отечественного высшего образования, став участниками программы «Приоритет-2030». 2 из них получили специальное счастье гранта. Надеюсь, в будущем их число увеличится. Татарстан принимает активное участие в решении всех задач десятилетия науки и технологий, которая объявлена в 2022 Владимиром Путиным. Задача – вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Сегодня в республике созданы все условия для работы ученых. Такую оценку дает Валерий Фальков. В университетах создаются передовые инженерные школы для опережающей подготовки инженерных кадров. Развивается университетское технологическое предпринимательство. Все это направлено на привлечение талантливой молодежи в науку и в сферу разработок. Мы видим, что в Татарстане сегодня растет удельный вес занятых исследованиями и разработками. Академия наук сегодня – огромная система различных научных направлений, в том числе ее роль значима в развитии гуманитарной сферы и культурно-исторического достояния многонационального народа Татарстана. Сегодня на торжественном собрании представили новых вице-президентов Академии. За синергию науки и бизнеса будет отвечать Лейсан Абзалилова. Весь потенциал, все наши подходы, наверное, все-таки позволят выполнить поручение нашего Верховного Главнокомандующего, обеспечить присутствие Российской Федерации в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Сегодня вручили первые награды в год научно-технологического развития. За многолетнюю работу в области развития и сохранения родных языков медаль ордена за заслуги перед республикой получил Ким Минулен, директор Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова. Оказывается, уже 18-й год идет, как я возглавил данный институт. До этого работал еще научным сотрудником здесь же в институте. Потом занимался вопросами языковой политики, развития, сохранения родных языков в правительстве в течение 10 лет. Заведующий лабораторией Казанского физико-технического института имени Завойского. Награждают не только мэтров науки, но и молодых ученых. Андрей Камашев в свои 32 покоряет новую область наноэлектроники, сверхпроводниковую спинтронику. Он трудится в Казанском научном центре Российской академии наук, который в этом году исполнилось 300 лет. И это такая, по сути, некая область, которая позволит нам произвести какое-то некоторое импортозамещение каких-то определенных направлений по микроэлектронике, о чем сейчас очень много говорят. Потапов Александр Сергеевич. Специалист Института культуры Александр Потапов получил награду за разработку модели патриотического воспитания молодежи. Сейчас в области образования этому уделяются большие такие надежды и приоритетные направления считаются в образовании. Мы работаем с педагогами, которые работают уже непосредственно с детьми. Стараемся, чтобы они могли наши идеи, наши традиционные духовно-нравственные ценности воплощать в нашем подрастающем поколении. Их называют светилами науки. Благодаря им наша республика – ведущий регион страны во многих областях. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.